Ваш прогноз по развитию ситуации на востоке Украины и дойдет ли дело до ввода российских войск в восточной области Украины? Вы знаете, мне кажется, в настоящий момент вряд ли может идти речь о вводе войск, хотя еще некоторое время назад я предполагал, что такое решение возможно, как минимум возможно, а по большому счету даже было, в общем, довольно вероятно. Но ясно, что Россия не пойдет на это действие без того, чтобы, без какого-то международного легитимации, то есть без того, чтобы ввод войск был признан миротворческой операцией, причем с решением Совета Безопасности. Я не думаю, что сама такая перспектива была с самого начала иллюзорной. То есть, я думаю, в принципе, можно было бы попытаться добиться признания ввода российских войск на эту территорию, может быть, в составе какого-то общего контингента миротворческих сил, как возможный вариант просто решения гуманитарной катастрофы, которая там происходит в этом регионе. Но сейчас это уже, конечно, все совершенно невозможно. Очевидно, что ни Киев на это никогда не пойдет, ни Совет Безопасности никогда не поддержит введение российских войск как решение этой проблемы. А судя по всему, Россия не рискнет просто в одностороннем порядке вводить свои вооруженные силы на территорию Украины, потому что, естественно, реакция Украины будет совершенно определенной, и, скорее всего, большинство стран, членов Совета Безопасности, скорее всего, признают это агрессией. Россия вряд ли на это сейчас пойдет в настоящий момент. А на что могут рассчитывать Донецкая и Луганская народные республики после обретения фактической независимости от Киева? Вы знаете, пока еще даже нет речи о том, что они просто смогут отстоять свою фактическую независимость. Это еще вопрос, смогут ли они это сделать, тем более сейчас, после событий, связанных с катастрофой малазийского лайнера. Это далеко еще не однозначно можно так судить. Но если в том случае, если де-факто это произойдет, то, несмотря на то, что, конечно, силы существуют, которые хотят непосредственно присоединения к России, я не думаю, что они возьмут верх. Я думаю, все-таки, скорее всего, будет какая-то непризнанный такой статус в духе Приднестровского, и затем вполне возможно какое-то решение этой ситуации в составе единой Украины. Но это все можно, конечно, только гадать, потому что до момента произошедшего трагедии силы, которые ориентировались непосредственно на Россию, они были довольно влиятельны. Сейчас их позиции, разумеется, не усилились из-за этой истории. Поэтому я думаю, что в качестве какого-то паллиативного решения может быть принята идея какой-то частичного такой независимости, никем не признанной, для того, чтобы впоследствии можно было как-то выторговать какие-то особые позиции. Не знаю. Разумеется, сейчас никто это не признает, признание едва ли будет возможно, если только не со стороны каких-то маргинальных стран. Или тоже непризнанных стран, типа Южной Осетии или Абхазии. Но дальше посмотрим, куда может пойти процесс. Нельзя исключать, в том числе и сохранение территориальной целостности Украины при каком-то федеративном, конфедеративном статусе. Тут очень много еще будет зависеть, мне кажется, от того, что в самой Украине будет происходить. Потому что пока нет ощущения, что Украина состоялось как государство после произошедшей там революции и краха фактически прежней государственности. А возможно ли, что Москва начнет вступаться за соотечественников в других странах бывшего Союза, к примеру, в Казахстане или Азербайджане? В далекой перспективе
Это вполне возможно. Наверное, даже в какой-то степени это было бы естественным, вот, если бы это было. Но сейчас мы понимаем общую ситуацию. Сейчас Россия в эпицентре международного конфликта, вот, уже фактически международного, как дипломатического конфликта. Она стала перед реальной угрозой секторальных санкций. Вот. Реально перед Россией замаячила перспектива, по крайней мере, частичной изоляции. И нельзя сказать, конечно, что полная, учитывая весь аспект взаимоотношений с Европой, но, по крайней мере, такой довольно сильной изоляции от международных дел. Вот. Я не думаю, что сейчас это прямо вот то, что стоит на повестке дня. Я полагаю, это, конечно, весь вопрос сейчас будет заключаться в том, чтобы Россия поняла, на кого реально в мире она может опереться. Вот сейчас, пока Россия находится в таком состоянии, что она не очень понимает, кто реально, на кого она могла опереться. Потому что все прежние ставки, я не скажу, какая-то из них сработала, какие-то не сработали, но их пришлось пересмотреть. Там, например, ставка на Германию была очень совершенно ясно выражена, на ее такую особую позицию по отношению к США. Она только частично сработала и очень в малой степени. Вот. Была ставка на Китай, например, да, на взаимоотношения с Китаем, тоже частично сработал, хотя гораздо в большей степени. Вот. Ставка на БРИКС, и так далее. Вплоть до каких-то, так сказать, ставки на какие-то, так сказать, силы внутри европейских стран, более симпатизирующие России. Вот сейчас надо понять, уж точно, которая ставка не сработала, это ставка на Евразийский союз, по политическому отношению. Он в политическом отношении оказался сомнителен, как объединение союзников, да, и особенно Белоруссия. То есть никто из них, в общем, не выразил большого желания России помогать и поддерживать ее даже дипломатически. Здесь, как ни странно, в меньшей степени мы что-то получили от этого. Вот, поэтому надо, мне кажется, просто понять реально, кто друзья, кто враги, причем так очень систематически это сделать, систематически выяснить очаг вражды, в чем он заключается, кто является носителем этого антироссийских настроений. Вот. И затем уже исходить из этого. Не пускаться, конечно, в какие-то, знаете, авантюры, потому что едва ли они сейчас могут принести какой-то большой и быстрый успех. Угу. Возможно ли, что Москва начнет вступаться не только за права русского народа, да, но и за права других разделенных народов России, как лезгин, аварцев? Россия вступала за осетин, Россия вступала за абхазов, в первую очередь за осетин, тоже был разделенный народ. Вот. Тут, я думаю, нет какой-то... Конечно, естественно, эта русская весна, она очень сильно подняла это национальное, именно конкретно русское самосознание. Так что это вполне возможно, это вполне естественно было бы. Вот, поэтому, когда Россия осознает свое место под солнцем новое, тогда, в принципе, я думаю, и эта защита соотечественников, она, разумеется, станет на повестку дня.